Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. Сегодня у нас 21 октября 2020 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality. И мы сегодня будем обсуждать, как обычно, очень интересные и позитивные вещи. Всех рад приветствовать еще раз. Машуоль, как найти? Дейлер салам маршал хуэль, как найти? Хооль, маши мокши. Так, чеченский след, алейкум ассалам. Чеченский след пишет: стало известно о крупнейшей в истории США кибератаке Sunburst, в причастности которой заподозрили Россию, отмечает Associated Press. Максим Господарь, тоже приветствую. Хош Хашбеков, приветствую. Аслан Керимов, алейкум салам. Аслан Лорс, Массерна, Салам Маршал, Душевега Машуоль. Всех приветствую, всем очень рад. Так, ассаламу алейкум, Илбесен Культа, добрый вечер, Аслан за позитив Ичкерию. Баркалдерис Хуйль, Салауди алейкум салам, Карлен. Армянин у нас в гостях. Здравствуйте, Аслан, здравствуйте, Карлен. Тоже вам рад. Нечастые гости у нас армяне бывают, но это хорошо, что вы бываете. Так. Давайте начнем с важной новости, которая касается не только мировых событий, но и даже такого небольшого канала и скромной персоны вроде нас. В множественном числе скромно сказал, да? И хотелось бы обсудить ситуацию. Как известно, несколько дней назад, 19 или 18 декабря, даже раньше, вышли на 17 или 16 было объявлено об этом, что хакеры, предположительно российские хакеры, совершили хакерскую атаку на Пентагон, это Министерство обороны США, Госдепартамент, это Министерство иностранных дел США, и некоторые другие ведомства, тоже министерские ведомства, другие министерства. Была совершена одновременная атака. Атака осуществлялась следующим образом. Я потом расскажу, как это связано с нашим каналом, хотя мои постоянные зрители об этом уже, наверное, знают. Ну и по превью на этом видео вы тоже уже догадались. Была такая компания, которая работала с правительством США, компьютерная программная компания, в которую был уже занесен вирус шпион, была программа шпион. И эта компания, которая продавала софт или программы, сотрудничала с правительством США. Уже зараженный софт. Как мы знаем, есть такая программа Касперского. Эту программу тоже очень сильно рекламировали, во всем мире ее распространяли. Программа Касперского, Касперский сам является там или сотрудником, или кадровым офицером ФСБ, или агентом завербованным, который занимается раскруткой. Скорее всего, это офицер ФСБ, на которого работают разные там люди, разбирающиеся в этой теме, компьютерной теме. Так вот, этот Касперский продавал свои программные обеспечения. Это была антивирусная программа у Касперского, которая там якобы там боролась с вирусами. Вы устанавливали себе на планшет, компьютер вот этот антивирус Касперского, и после этого этот антивирус занимался шпионажем против вас же, и одновременно этот антивирус мог совершать DOS-атаки, да, одновременно мог совершать атаки на любые другие сервера. И это делалось, как это делалось? Все устройства, на которых установлен антивирус Касперского,
одновременно могли делать разные запросы на какой-нибудь сервер. И этим они обрушали этот сервер, потому что одновременно много запросов, сервер не выдерживает и обрушается. Вот такая вот технология была. Но вот сейчас же пользуются уже не российскими, как предположительно пока, да, по предварительной версии, компания, которая занимается программным обеспечением, она уже в себе имела вирус. И эта компания, эта фирма, она сотрудничала с правительством США, в том числе с Пентагоном, в том числе с Госдепом, ну и с другими министерствами. Грубо говоря, вот эта программа продавала шпионов правительству США, и вот это было недавно выявлено, может быть, это было давно, но озвучено это, и вот в широкой огласке это стало вот только сейчас, буквально на днях, 18 декабря, 16-17 декабря, вот в этих днях. Первая новость об этом появилась там, по-моему, 18 или 17 декабря. И в это же самое время, буквально вот 4-5 дней, 6 дней назад, прекратились атаки на мой канал. Ну, они, конечно, заменили свои атаки, хакерские атаки, когда они скручивали мне подписки, просмотры, лайки, комментарии удалялись. Многие постоянно жаловались на то, что ваши комментарии удаляются. Эти приемы, эти атаки со стороны ГРУ России на мой канал предотвратились. Остановились, временно остановились. Так происходило несколько раз за все это время. Ну, по-моему, раза 2 или 3 было. Один раз это было приблизительно где-то в начале гонки или в середине гонки, вот президентской гонки в Америке, когда точно так же там начали проверяться очень сильно, есть ли какая-нибудь взаимосвязь, какая-нибудь активность российских специальных служб в интернет-пространстве. В это время тоже прекращалось. Но это 2-3 раза за весь год было. Весь год канал подвергается постоянной, систематической, такой стабильной, не агрессивной, такой в мягкой форме постоянно валят канал. Валят, чтобы у моих зрителей сложилось впечатление, что канал не развивается, это неинтересно, чтобы у меня у самого сложилось такое же мнение, чтобы я потерял интерес к этому всему и так далее. Ну вот вы сейчас буквально 4-5 дней видите всплеск просмотров, комментариев. И вот как произошла вот эта атака, я об этом молчал и в прошлом своем стриме, вчерашнем своем стриме, я сообщил об этом, что вот мой канал атаковался, и вот сейчас атаки прекратились. Хотя я уже несколько дней наблюдал за этим и не говорил своим подписчикам, дабы не уведомлять о своих наблюдениях тех людей, которые совершают противоправные действия против меня и моего канала. Как только я это сообщил, буквально сегодня я сделал новое превью утром, я его выложил на анонс на это видео самое, которое сейчас вы смотрите, где я указал, что США созвала срочное совещание, экстренное совещание СНБ, Служба национальной безопасности. Это очень серьезно. Американцы очень серьезно настроены бороться с этой заразой ГРУшной, российской. И как только я это сказал, на вчерашний ролик, который вышел у меня с моими соратниками на чеченском языке, началась массовая атака. Если вы обратитесь к вчерашнему ролику, вы увидите однотипные массовые просто комментарии оскорбительного характера. Я специально ничего не удалял, чтобы было видно. Поставили много дизлайков. Такой же всплеск дизлайков произошел, когда в прошлом году, в ноябре месяце, братья Абдурахмановы, сотрудничающие агенты, стукачи ГРУ, которые сказали
что мы их избили, и там была устроена провокация. Точно такой же всплеск произошел одновременно вот этих троллей. Это люди, которые за деньги пишут разные комментарии. Но у Кадырова сейчас все ГРУшники залегли на дно, да, вот это надо уяснить. Залегли они на дно, и сейчас следующая у них ситуация. Противодействовать нужно. Кроме ГРУшников, которые именно работают головой, хакеров, которые там что-то там химичат со своими там вот этими компьютерами. Есть еще, как известно, фабрика троллей. Фабрика троллей принадлежит, кто у нас является лицом, да, это Пригожин, так называемый повар Путина. Хотя это действующий кадровый военнослужащий, или офицер ФСБ, или Министерство нападения России. Мы знаем, что Пригожин курирует этих троллей, так называемые фабрики троллей. Одна из этих фабрик троллей находилась до последнего времени в Адыгее. Это два поселка, небольших поселка, где находится вот эта их база. Кстати говоря, канал Адат и его модератор Адат именно вот с этих краев и оказался. По этому поводу тоже есть кое-какие наблюдения и общественные расследования. И вот, не имея возможности действовать компьютерным, через компьютер на наш канал, они начали действовать вот таким способом. Это вот вы уже прямо демонстративно они показывают, это вы можете уже сами наблюдать, как происходит нападение, да, вот этих троллей. Просто агрессивные, тупые тролли, которые пишут однотипные сообщения. Также, конечно же, наравне с этими однотипными сообщениями Кадыров Рамзан, как вы видели неоднократно, предлагал своим сотрудникам постоянно отвечать, писать комментарии и так далее. И их тоже, наверное, задействовали. Ну, как мы видим, не так уж много, более 600. Это мы тоже обсудим, конечно, но это будет попозже. Мы вернемся к этой теме, хотя, в принципе, я ее по большей части вам ее раскрыл. Давайте сейчас вернемся к ситуации, которая разворачивается с событиями по хакерскому нападению на Соединенные Штаты Америки. Вернемся, я вам сейчас покажу 2-3-минутный выпуск новостей на канале 24 ТВ, который сообщает о ситуации и рассказывает нам, как теперь Помпео отзывается о скрипоносцах. Внимание! Администрация Дональда Трампа, которая стоит уже буквально в дверях Белого дома, напоследок решилась еще и громко хлопнуть дверью, повесив замки на оставшиеся два консульства в России. Конгресс уже уведомлен. Причина закрытия диппредставительств. Все те же мифические Russian Hackers, которым приписывают многочисленные кибератаки последних месяцев. Обида Вашингтона настолько сильна, что Россию тут же вписывают в список врагов Соединенных Штатов. Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику и наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке. Вы видите последние новости об их усилиях в киберпространстве. Киберпространстве. Итак, прямым текстом уходящая администрация, госсекретарь, министр иностранных дел Майк Помпео заявляет, что Россия в списке врагов России. Прямым текстом Россию назвали врагом. Что не может нас не радовать? Конечно же, это очень хорошая вещь. Наконец-то прямым текстом на таком уровне люди, такого уровня, как Майк Помпео, называют Россию в списке врагов Соединенных Штатов. И мне кажется, это единственный главный враг, один из главных врагов. Ну, может, есть в Америке и другие, но вот это один из самых главных врагов. Так, поэтому вот ситуация
в нашу пользу. Как обычно, в последнее время радуем только хорошими новостями. Как обычно, мы видим, что Россию прямым текстом называют врагом. И если же уходящая администрация, которую в чем только не обвиняли, называли ее чуть ли не марионеточной администрацией Путина и так далее, хотя Помпео никогда за все свое время ни разу не дал повода так подумать, но трамповское поведение иногда так позволяло думать. Ну, уходящая администрация, пропутинская, можно так сказать, да, если в кавычках взять, то она под конец сообщила нам, что Россия враг. Может ли новая администрация, которая грозилась еще на выборах своих, баллотируясь в президенты, Джо Байден грозился наказать Россию. И много есть высказываний, про которые говорил Джо Байден. Может ли эта администрация наладить отношения? Нет, не может и не наладит, пока не будет полностью демонтирован этот режим. Теперь я хотел бы вам показать полный выпуск, тоже там 3,5 минуты, буквально, новостей, связанных с тем нападением. Это очень серьезное нападение, и хорошо, что его выявили. Давайте послушаем, что говорят Роберт О'Брайен, советник Трампа по национальной безопасности, внезапно свернул свою командировку в Европу, не доехав до Германии, Швейцарии и Англии. Как сообщают СМИ, причиной возврата господина О'Брайена в США стало сообщение о взломе государственных систем российскими киберпиратами. 14 декабря власти США подтвердили, что как минимум 2 государственных ведомства, Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации, стали объектами масштабной, хорошо подготовленной кибератаки из-за рубежа. Позже стало известно, что в списке пострадавших Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности, а также Министерство торговли США. Взлому подверглось программное обеспечение SolarWinds. В прессу просочилась информация, что виной всему группа хакеров Cozy Bear. Она также известна как APT-29. Считается, что она связана с российскими спецслужбами. СМИ предполагают, что российские хакеры могли также шпионить за другими госорганами США и крупнейшими американскими компаниями. Уточню, что известны 2 по-настоящему серьезные русские хакерские группировки. Это Cozy Bear и Fancy Bear. У Fancy также... Ну вот, запомните вот эти 2. Cozy Bear это ФСБ, Fancy Bear это ГРУ. Запомните их, пригодится. Же есть порядковый номер APT-28. Так вот, первая группа якобы работает на ФСБ, а вторая на ГРУ. Обе группы неоднократно всплывали в разнообразных киберскандалах по всему миру. Например, в США, Канаде и Великобритании их обвиняли в промышленном кибершпионаже и попытках украсть вакцины от ковида. Несколько сенаторов уже отправили в американские спецслужбы письмо с просьбой срочно разобраться. Чтобы понимать масштаб бедствия, SolarWinds уже сообщила, что скачать зараженное программное обеспечение успели 18 тысяч ее клиентов. Хакеры могли с помощью этой программы в течение почти 9 месяцев следить за происходящим на зараженных компьютерах. Программу SolarWinds используют госзаказчики в исполнительной ветви власти, в том числе Вооруженные силы США, Пентагон, Госдепартамент и Белый дом. Ее услугами также пользуются крупнейшие американские корпорации, ряд лидирующих телекоммуникационных компаний США, университеты и колледжи по всему миру. Газета The New York Times сообщает, если американские власти смогут доказать, что ответственность за кибершпионаж лежит на российском правительстве, эти атаки можно будет назвать крупнейшей кражей данных Москвой с 2014-2015 годов. Тогда в Вашингтоне утверждали, что российские спецслужбы получили доступ к системам электронной почты Белого дома, Госдепартамента и Объединенного комитета начальников штабов. Как тогда, 5 лет назад, так и сейчас власти России любую причастность к происшедшему категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал прекратить голословно обвинять русских. Он напомнил, что именно Путин предложил американской стороне соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности, но инициатива в США отклика не получила. Далее цитата. «Если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки и американцы с этим ничего не могли сделать, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем», добавил Дмитрий Песков. Ну, как обычно в таких случаях, а какие тут ваши доказательства? Что будет с нашей страной?
Прямо как в старые времена. Нужны в чем? Не виноваты! Какие ваши доказательства? Хороший фильм «Красная жара» называется, с Арнольдом Шварценеггером, где рассказывается про вот этих русских, которым ничего нельзя доказать никак. Так, теперь давайте вернемся к нашему каналу, где я вам сейчас покажу моменты. Вот это наше видео, которое у нас было вчера, 20 декабря. Как вы видите, 20 декабря 2020 года. Помните, стримы в самом начале, когда у нас стримы были, 10 тысяч где-то стабильно у нас были просмотры. Потом они упали до 2000, да, сперва меньше, и потом уже там до 2-3 тысяч, иногда 4 тысячи, 5 тысяч дорастало. Это при всем о том, что интерес к каналу не пропал, и люди, как бы, развитие канала не останавливалось. Каждый день добавлялись люди, и каждый день я видел лично, как они убавлялись. Там, сколько же добавили, столько же их списывали. И вот сейчас опять снова выросли просмотры, опять мы уже достигли, даже на чеченском языке, уже 13 тысяч. Думаю, атака может в любой момент возобновиться, в любой момент, но при всем при этом другие видео то же самое, кстати говоря, другие видео тоже там подросли, там 10 тысяч, 12 тысяч, 13 тысяч тоже, и вот начало вот уже около этой цифры просмотров, уже вот стабильно уже начал к этой цифре подходить. Это говорит о том, что приблизительно у нас канал специфический, конечно, чеченская тематика, которую многие боятся, и поэтому наши зрители это те люди, которые, ну, или немного шарят в этом деле, или кровно заинтересованы, и таких любопытных, не понимающих на самом деле не так уж и много бывает на нашем канале. Ну вот при всем при этом, после того как монетизация запретили, спад пошел, когда нельзя было рекламу показывать на моем канале. Потом запретили вообще на территории России наш канал по решению Роскомпозора России. Я называю это службой цензуры России. И вот, несмотря на то, что канал на видео на чеченском языке, несмотря на то, что в России этот канал запрещен, все равно выросли, да, многократно выросли. Нельзя вот так одновременно на все видео, на других видео то же самое отросли просмотры. Да, попадались какие-нибудь видео, такие короткие видео, не стримы, а короткие видео, которые там просто как вирусом распространялись, и иногда там быстро набирали там даже 100 тысяч или 200 тысяч просмотров. Там те же самые видео, которые связаны с Джохаром Дудаевым, которые есть на этом канале. Ну вот, 20 числа вышло это видео, где мы 2 часа с соратниками обсуждаем, общаемся. И вот около 399 комментариев появилось. И все эти комментарии, вот возьмем, посмотрим, особенно новые, все они такого оскорбительного характера. Ну, знаете, они в какой-то степени они оскорбительного характера, но при всем при этом, ну, в рамках чеченскости, скажем так, да, есть, конечно, которые уходят за рамки, но в основном нет таких матершинных оскорблений, таких прямых выпадов, что можно сказать с какой-то долей вероятности, что часть этих людей, которые пишут эти комментарии, это люди, которые работают на администрацию Кадырова, да, ну, что они сами чеченцы, что им мат, который русские пишут, не задумываясь, или, ну, русские, притворяющиеся чеченцами, или не притворяющиеся чеченцами, или же такие хамоватые кадыровцы, которые чаще всего не образованы, они пишут очень, очень сильное оскорбление. Ну вот смотрите, вот на других видео у нас нет такого количества. Ну уже вот 403 комментария появилось, да, вот пока мы смотрели, 403. И вот самое главное, смотрите, 646 дизлайков. То же самое было вот когда тогда в Берлине братья Абдурахмановы, сотрудники ГРУ, агенты ГРУ,
когда устроили провокацию, и вот тогда, когда у меня есть этому доказательство, когда на своих видео они рассказывали, что Аслан Арцуев избил брата, напал на брата этого Тузика, агента Тузика. И вот тогда тоже были. Ну и, конечно, там были полезные идиоты. Здесь тоже, наверное, найдется какой-то процент полезных идиотов. Ну тут наша позиция здесь в этом видео, она, конечно же, не касается никого, кроме вот предателей. Поэтому 646 предателей поставили дизлайки. Нас же 323 всего оказалось. Хотя нас посмотрело 13 тысяч, и я уверен, нас намного больше, подавляющее большинство. Ну, лайки поставили не все к этому видео. Даже мне пришлось самому поставить лайк. Хотя я это видео специально иногда ставлю лайк, чтобы можно было его потом в видео, где я ставил лайки, посмотреть, найти было быстрее и удобнее. Вот такая вот ситуация, чтобы вы понимали, что канал находился все время под атакой, находится под атакой. И то, что эта атака есть, это говорит о том, что мы делаем все правильно. Мы делаем болезненное им, а значит все отлично. Значит все идет по плану делом. Так, давайте я почитаю ваши комментарии, немного пообщаемся, и уже можно будет переходить там. Одновременно, да, пока от этой темы мы не ушли, давайте я вам покажу другое видео. А потом перейдем к вашим комментариям. Смотрите. Это канал Россия-24. Этот канал рассказывает, я случайно обратил внимание, посмотреть, что говорят русские про вот эти хакерский взлом. Ну, ничего интересного, как обычно повторяют те факты, которые выдали американцы, ну и потом как бы пытаются завуалировать свою ответственность, свою причастность к этому делу. Правительство использовали так называемый механизм атаки на цепочке поставок. Впрочем, что это то немного, что известно на этом видео. Не то, что слышите, что вы видите. Вы видите плохое качество. Плохое качество для России 24, это очень странно, да? Не кажется вам? Вот давайте тогда я вам покажу другой момент. Так, смотрите. Вывожу на экран. Вот смотрите, вот видео. Россия-24, видите, да, 5 миллионов 901 миллион подписчиков. Смотрите внимательно. Давайте это видео откроем. К сожалению, здесь реклама. Димы Ощепкова из Челябинской области. Нет, это не то. Это не то. Он дебютировал в мультипликации с первым. Ну ладно. О Навальном поговорим попозже. Так, оставим эту тему. Я потерял то, что это мне надо было там по времени вам показать. И осталось. Давайте перейдем к вашим комментариям и пообщаемся немножко. Так. Аслан, удачи тебе и другим свободным чеченским блогерам. Спасибо, Исаак Шмулевич. Так, Ичкерия Форе, видимо, так все контору на ноги поставили, писать посты. Видимо, да, Ичкерия. Да. Секрет Трампа, ну, коренных народов России и Европе много, татар, например. Так. Хожа Хашбек, Аслан. Все учреждения и объекты, которые подвергались хакерской атаке ГРУ, были подведомственными непосредственно Пентагону. Сенатор от демократов сделал заявление, что это расценится как военное вторжение. Да, это один из сенаторов такое сказал, да, это расценивается, но это всего лишь пока один сенатор. Ну, я думаю, очень серьезно отнеслись. Еще по моей информации, просто все на ушах стоят. Какая утечка была, что утекло, что произошло. Ну, короче говоря, секретов у американцев, я думаю, полным-полно. И нужно установить, как долго русские следили. Посмотрим.
Чеченский след, Рязанский сахар. До сих пор мне пишут комментарии для Аслана. Одни и те же аккаунты, провокационные комментарии. Да, ты тоже под прицелом. Чеченский след, Рязанский сахар. Хожа, я уже 3 сутки слежу за этим делом. За каким, Хожа? Евгений, Шламот, Аслану и всем собравшимся доброго вечера. Шламот, Евгений, приветствую тебя. Так. Never ever. Тузика не мочит, как Аслан. Да, не мочат, это точно. Это точно. Аслан, ты просто даешь людям работу. Да, я работодатель. Приветствую, Евгений. Так, Амзат, и паю салам ашалду, вежеш гижеш. Витаю всех друзей и соратников. Дели салам ашалду, Амзат Машвой. Айдер Керемлы, салам алейкум, братья, ва алейкум салам, Айдер Керемлы. Приветствую всех крымских татар, наших дорогих братьев. Ичкерия Форева, Максим, приветствую всех, салам и шалам алейкум. Так, это Максиму, Аслан, просмотры глушат трусы, говорит Немо. Да. Аслан Бей, салам алейкум, Айдер Керемлы, алейкум салам, Айдер. Как найти деле, салам ашхуль из ИП. Карлен, я бы посоветовал вам, чеченцам, побольше учиться, а то молодежь ваша толка в спортзале тусит в странах Европы. Да, я бы тоже посоветовал. На самом деле, сегодняшнее государство, сегодняшнее обустройство, функционирование государства может происходить, если в этом государстве и ее гражданами проживают, и ее гражданами являются образованные люди. И уровень образования на сегодняшний день человечества достигло очень высокого. Это можно судить по европейским странам. Все остальные страны отстают в первую очередь прежде всего из-за низкого уровня образования. Мир сейчас перешел в новую формацию. И нам, чеченцам, выдался уникальнейший шанс, уникальнейшая возможность в таком огромном, большом количестве оказаться за границей нашего государства, тем более оказаться в странах Европейского Союза. В цивилизованной западной цивилизации мы оказались. И эта ситуация, как говорится, нет худа без добра. То та война, то геноцид, те преступления, которые совершены против нас, они ужасны. И этому нет никакого оправдания. Но при всем при этом у нас появился шанс, особенно у нашего молодого поколения, получить качественное европейское образование, мирового уровня образования. Более того, навести мосты, подружиться, завести связи с людьми, которые проживают в этих странах. И для того, чтобы нам построить современное, цивилизованное государство, нам, чеченцам, после деоккупации мы в любом случае это произойдет, и в любом случае нам придется строить это государство, нам нужны грамотные люди. И грамотность — это залог успеха всего просто. Все наши дети должны учиться. Да, нужен спорт, бесспорно. Но посмотрите, давайте посмотрим, что делают оккупанты, придя на нашу землю. Вот возьмем живой пример. Не будем брать другие страны, возьмем нашу страну. Пришли оккупанты, 20 лет они там находятся. Что они построили? Они, как говорят, построили 1400 мечетей и там спортивные клубы и залы. Спортивные клубы и залы они построили для того, чтобы мы могли их легитимизировать, мы могли их раскручивать, показывать их, представлять их, этот преступный кровавый режим, посредством спорта. Да, наши спортсмены выступают и легитимизируют, популяризируют кровавый путинский русский оккупационный режим, который есть. Они не построили заводов, они не построили университетов, они не построили фабрик,
Ничего, что может что-то производить, ничего не построено. Единственное, что они сделали, сельское хозяйство взяли под себя, семейка Кадырова взяла под себя, поставила своих людей, потому что продовольствие это является стратегическим ресурсом, стратегически важным направлением. Они взяли вот это под контроль. Улучшилось ли сельское хозяйство в Чеченской Республике? Нет, конечно. Сельское хозяйство не улучшилось, но оно находится у них в руках. И теперь для того, чтобы, если наступят голодные времена, нас кормить и содержать будут они. У них мы будем покупать хлеб, ну, какое-то время, как они считают, и так далее. Вот ничего не построено, никаких университетов, никаких школ. Вот у нас язык, чеченский язык на грани вымирания, занесен в ЮНЕСКО в список исчезающих языков. При всем при этом такого массового развития языка, мультфильмов, книг мы этого не видим. Хотя возможности у оккупационной власти Чеченской Республики имеется, но не имеется желания развивать это. Вот просто посмотрите, что построили. Мы должны не думать, не уметь ни о чем думать, кроме как молиться, и никакого развития у нас не должно быть. Да, мусульманин обязан молиться, это его обязанность, он должен знать. Но это не должно затмевать все остальное. Ведь нам наша религия и наш пророк, мир ему, говорили, чтобы мы учились как будто мы никогда не умрем. Да? Получаете знания, идите в Китай, получаете знания, где, ну там, хоть куда идите, получаете знания. Это очень важно. Ведь одно из первых, второе, по-моему, что было после сотворения земли, созданное Богом, это было перо для того, чтобы писать. И это самое важное, что есть у человека, да, и наш человеческий ресурс, он будет использован, не имея мозгов, будет использоваться наша доблесть, наша отвага, наша сила в руках каких-нибудь умных людей, умных игроков в этом мире. Поэтому образование это очень-очень важно, которое мы должны всех своих детей к этому приучать. И так должно быть всегда. Все в мире образования должны мы получать. Как можно быстрее, как можно больше погружаться в это. Мы должны стать из человека с ружьем, которым нас уже во всем мире представили, человека с карандашом. Или я бы сказал, человека с пером. Пером это не ножик, а ручка, чтобы писать. Вот к чему мы должны прийти. И вот тогда все располагает, просто все идет идеально. Нохчи, как бы нам тяжело не было, как бы мы трудные времена не переживали, они заканчиваются. На наших глазах заканчиваются. С Россией больше не будут разговаривать, с Россией больше не будут считаться. Займет это 10 лет, займет это 20 лет. Уже гниение началось вот на наших глазах. Все. Уничтожение вот этой фашистской имперской России. Да, есть полно игроков, которые не хотят, чтобы Советский Союз, чтобы Россия развалилась. Но при всем при этом режим Путина будет уничтожен, это однозначно. Задача минимум, которая освобождает нашу страну, чтобы мы могли провести свободные демократические выборы, уже настала эта ситуация, уже она неотвратима, эта ситуация. Потому что как только рухнет режим Путина, вот этих преступников, которые сейчас у власти, следующая власть обязана будет, должна будет признать эти преступления. И самое большое преступление в этом шлейфе огромных кровавых преступлений является преступление против граждан Чеченской Республики Ичкерия и чеченского народа, чеченского государства. И это программа минимум, которая есть.
Но я, как человек, который знает Россию, как и вы многие это знаете, мы знаем, что Россия не даст нам жить спокойно. Да, она может 3 года, 5 лет, 10 лет там соблюдать международное право, а потом начать опять свою вот эту агрессивную имперскую политику. Потому что если в случае КГБшников полностью не осудят, там не признают, там и так далее, их преступные организации не признают, а Россию не признают, если там террористическим государством, хотя уже ее практически признали. Отравление Навального, об этом уже нам прямо подсказывают, что уже все, политических оппонентов травить ядом, это, ну, это терроризм чистой воды. Убивать в центре Берлина людей, это чистый терроризм. И вот ситуация следующая. Программа минимум освобождения нашего государства, она уже практически решена. Программа минимум. С режимом Путина, с кровавым преступным режимом Путина, больше никто разговаривать не будет на равных. Рано или поздно этот режим заглохнет, загнется. Да? Мы надеемся, что это произойдет раньше, чем позже. И в этом случае мы уже должны вернуться домой. И у нас есть государство, нам нужны будут специалисты. Все люди, которые совершили преступления против нас государства, которые еще не понимают, пишут тут комментарии нам под этими нашими видео, нас тут оскорбляют. Мы вас всех фиксируем. Мы вас всех фиксируем и всех будем привлекать к ответственности. И все, кто написали эти комментарии, вы будете отвечать за это. Вы будете... все, кто будет установлен, будете привлечены к ответственности за измену, за предательство, за сотрудничество с оккупационной властью. И мы свою государственность получим. Другой вопрос, развалится ли Россия. Да, я считаю, это мое глубокое убеждение, я в этом глубоко убежден, что если же Россия не будет расформирована, распущена, и все народы, Татарстан, Якутия, Дагестан, Ингушетия, и все другие народы, в том числе Калининградская область, которая является немецкой землей, Кёнигсбергом, которая является тот же Дальний Восток, да, которая когда-то была Дальневосточной республикой. Вот эти республики, эти народы, в том числе и русские, должны получить свободу. Только в таком случае гарантированно Россия будет соблюдать международное право. И только в таком случае гарантировано, что нам не придется снова переживать боестолкновения, войну с этой империей лжи и зла. Именно поэтому я за то, чтобы Россия была уничтожена, вот это образование Российской Федерации было уничтожено полностью. Чтобы все люди получили свободу, тюрьма народов под названием Российской Федерации была уничтожена. Но то, что преступный режим Путина будет осужден, больше никогда он не будет рукопожатным, это уже однозначно 100% решено. Придут другие, например, скажут, придет Навальный и скажет, что вот там Путин не виноват, оставим Путина, пускай он там доживает свою пенсию, там себя там где-то на даче, не будем его трогать там и так далее, и оставим все как есть. Но на это, как говорится, шило на мыло менять никто не захочет. Раз, тут на Западе, во-первых, нужно будет вернуть Крым, во-первых, если будет возвращен Крым, Донецк, Луганск, полностью восстановлена территориальная целостность Украины. Также нужно будет вернуть Южную Осетию, Грузии. С Абхазией там посложнее будет вопрос. Хотя тоже следовало бы вернуть законным владельцам. И абхазам было бы намного лучше жить с грузинами, чем сейчас проживать в той нищете и в дикой нищете, в которой они сейчас пребывают. Чем с русскими лучше жить в своей нормальной, цивилизованной грузинской республике. Но несмотря на то, что здесь не примут эти вещи,
без отмены всех президентских указов Путина. Точно так же ни один следующий президент не захочет взять бремя ответственности на себя в лице Рамзана Кадырова, Адама Демирханова и других палачей, которые сейчас терроризируют свой народ. Эти люди будут списаны. Однозначно это железобетонно, потому что эти люди уже больше не нужны. Но также и война в Чечне, вся война в Чечне, против Чечни, она тоже будет признана преступной. Потому что первое, что должен будет сделать новый президент России, это разобрать взрывы домов в 1999 году. И признав эти взрывы учениями ФСБ, новый президент должен будет разделить ответственность как за эти взрывы, убийство 307 своих российских граждан, кроме этих взрывов домов были еще несколько, если не десятки, террористических актов, взрывов электричек, взрывов автобусов, троллейбусов, самолетов и так далее. Это все звенья одной цепи. Взрывы домов, это был такой завершающий аккорд в этих террористических сериях. Это все будет расследоваться. Это все по мере возможности будет расследоваться. Взрывы домов-то однозначно. И также преступную войну, которую начали, взорвав своих граждан, начали против нашей страны. И ее тоже нужно будет признать преступной. Кадырова в любом случае списывают. Взрывы домов признаются за Путиным и ФСБ с Патрушевым. И потом уже война в Чечне, против Чечни, античеченская война, вторая античеченская война. Эта война должна будет признана преступной. И это говорит о том, что все оккупационные войска должны будут быть выведены с нашей территории. И в это время мы сможем провести выборы президента и парламента. И строить свою новую армию, новые силовые структуры и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот приблизительно вот по такому сценарию будет развиваться. По времени это может затянуться, я говорю, это может быть в следующем году произойти. Достаточно смерти Путина в любой момент, чтобы эти процессы ускорились. Эти процессы. Хотя смерть Путина, она тоже не означает сразу же изменения, потому что те люди, группа лиц, Путин же не один, та группа лиц, которая находится сейчас у власти, после смерти они могут дальше эту власть держать какое-то время, но вечно держать при таком откровенном рассекречивании всех преступлений Путина и давлении Запада и Соединенных Штатов, в первую очередь, конечно же, Соединенных Штатов Америки, никаких шансов удержаться на долгое время у них нет. То есть, как они планируют навечно при этом остаться какими-то неодворянами, современными дворянами, русскими боярами над русскими холопами. Это тоже не произойдет. Это произойдет, может произойти, изменения в России могут произойти как в следующем году, как я говорю, так это может затянуться на более длительный срок. Но это не имеет значения. Время работает на нас и против России. Поэтому, чеченцы, поздравляю вас. Победа уже одержана. И нам осталось научиться политически грамотно себя вести друг к другу. Ни в коем случае без какого-либо насилия или применения этого насилия. И готовить своих детей, что мы скоро вернемся домой. Да, Алмула. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Возвращаясь к ситуации, вот к той теме, которую сейчас я развил, хотелось бы вам показать как раз видео с ОМ-ТВ, которое, я считаю, работает на руку русским спецслужбам, не признавая Чеченскую республику, Чеченской республикой Ичкерия независимой, то есть оккупированной. И это для меня является маркером.
Но я знаю, что в СБУ Украины, я предполагаю, я уверен в этом, огромное количество агентуры российской. И я знаю, что украинцы, украинское государство, не будем говорить об украинцах, скажем о государстве украинском, которое было и антиукраинским при Януковиче, вело войну против чеченского народа, помогало всячески вести войну против чеченского государства и ее народа. И те СБУшники, которые сейчас там есть, они могут быть большими патриотами Украины или делать вид, что они большие патриоты Украины. Эти СБУшники, конечно же, тоже понимают, что могут понести долю ответственности. Ну или может быть у них какое-нибудь там патологическое неприятие, неприязнь к чеченцам. Из-за этого они делаются. Вот ОМ-ТВ делает то же самое. Но несмотря на это, ОМ-ТВ иногда проводит очень хорошие видео, заваливает просто своими этими видео. И я хотел бы показать одно из этих видео вам. Путина ждет расплата. В Гааге уже готовят почву для суда. Это тоже очень хороший признак. Это тот процесс, который идет против России. Со всех сторон он идет не только со стороны нашей страны, он идет со стороны Украины, он идет со стороны европейских, других стран, стран Балтии. Недавно времени присоединилась Германия к этому процессу. Америка уже открыто ведет эту борьбу, уже не одна Америка в этой своей борьбе. Ну давайте посмотрим вот этот небольшой ролик. Это речь сейчас идет о MH17, сбитом Боинге, да, когда русские террористы сбили в небе Украины мирный пассажирский Боинг MH17. Будет больше людей, которых привлекут к ответственности позже, говорит мать погибшего MH17, Силиан Фредрис. И она только что, как вы видели, назвала Путина виновным в этом убийстве ее сына. Шока не избежать. Как Кремль будет действовать в Гааге и чего ждать Украине? С этого момента война, развязанная Кремлем на украинской территории, становится объектом самого пристального внимания международного правосудия. Сообщение прокурора Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуды о завершении формальной экспертизы по ситуации в Украине и наличии оснований полагать, что был совершен широкий спектр преступлений против человечности, трудно недооценить. Само это решение не означает, что путинская Россия теперь абсолютно автономна от внешнего мира, может нарушать права человека внутри страны. В любом случае, ей придется считаться с мнением мирового сообщества. С этого момента война, которая была развязана Кремлем на украинской территории, становится объектом самого пристального внимания международного правосудия. Причем речь идет не только о войне на Донбассе, но... Wenn du den Klimawandel bekämpfen willst, musst du unbedingt Ecosia benutzen. Ecosia ist eine Suchmaschine. Du musst sie... но и о военных преступлениях в оккупированном Крыму, пишет Виталий Портников. Terrorism, poverty have brought about. Международный уголовный суд начал расследование по украинскому иску еще в 2014 году. И, как видим, только сейчас, более чем через 6 лет, появляется возможность реального расследования военных преступлений и привлечения к ответственности тех, кто их совершил. Я этого пацана вытаскивал, я прятал. Автора этого материала слово запикали, но если читать по губам, оно короткое и вторая буква явно «У», как версия. БУК. Зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно из российского БУКа и был сбит Боинг. Мне скрывать нечего, мне стыдиться нечего. Я таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы, оставшиеся на голове, дыбом встают. Для Украины это большой шанс еще раз напомнить миру о войне на своей территории. Ведь о каждой войне после определенного времени начинают забывать, даже если конфликт продолжается. Это возможность полемизировать с российскими пропагандистами, утверждение о внутреннем конфликте,
требованиями начать прямые переговоры с марионеточной властью оккупированных территорий и другими политическими нарративами Кремля. И, конечно, это возможность доказать, что на самом деле произошло в Крыму. Российской Федерации присягал. И народу. И Конституции. Народу Российской Федерации. Российской Федерации. Правильно? Ты не президенту присягал. Конституции присягал. Для охраны собственных границ. Правильно. А где ты сейчас, собственно? У нас задача маленькая, другая стоит. У нас не охрана собственных границ. Что не было никаких решений местных властей, никакого референдума, никакого независимого государства, которое присоединилось к России, а была обычная оккупация, замаскированная под решение народа. Оккупация, связанная с репрессиями против тех, кто ей сопротивлялся и сопротивляется. Правозащитники отмечают рост похищений и говорят о преследовании инакомыслящих. Но шанс – это всегда вызов. Стоит обратить внимание на заявление прокурора Международного уголовного суда, в котором говорится о преступлениях, совершенных различными сторонами в конфликте. Это означает, что будут расследовать не только преступления российских военных, и это означает, что Международный уголовный суд будет обращать внимание и на действия украинских военных, волонтеров и активистов. И Кремль сделает все возможное, чтобы использовать решение Международного суда в свою пользу. Организатор энергоблокады Крыма заочно получил 19 лет колонии. Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергоблокады полуострова в 2015 году. Кроме того, ему на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с осуществлением выступлений в средствах массовой информации. Суд также удовлетворил исковые требования о взыскании денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба. Защита Ислямова заявила, что намерена обжаловать вердикт. Добавлю, что в России украинский бизнесмен находится в федеральном розыске. При этом запросы из Гааги самой России будут игнорироваться. Теперь это позволяет даже специально измененная российская конституция, которая не признает приоритета международного правосудия. Однако каждое расследование, связанное с действиями украинских военных, будет широко освещаться и российскими пропагандистами, и агентами их влияния в самой Украине. Но те, которые меня обвиняют, что я друг Путина, я думаю, это не страшное обвинение. Для меня это высокая честь. Ведь это будет уже не Russia Today, это будет Международный уголовный суд, в который мы сами и обратились. К этому времени надо готовиться уже сегодня. Нужно готовиться юридически, чтобы у нас была солидная экспертиза любых российских обвинений, возможность разоблачать фальсификации, защищать невинных, как это произошло с нацгвардейцем Виталием Маркивым в Италии. Великой перемогой Украины в Киеве назвали освобождение из-под суда в Италии националиста Виталия Маркива. Кстати, то, что как раз в день объявления сообщения Международного уголовного трибунала в России решили заочно арестовать Маркива, это лучшее доказательство того, как будет действовать Кремль в Гааге. Следственный комитет заочно предъявил обвинение россиянину, который воюет в Донбассе. Ну, опять реклама на этом канале, поэтому мы больше дальше не будем смотреть. Хотя, конечно, стоило бы досмотреть, можете потом досмотреть, если будет желание. Я хотел этим вам показать, что Россию ждет трибунал Гааги не только от чеченцев, но и от Украины. Давайте почитаем ваши комментарии. Так, Мождат Аслан проспал. Молодец, бывает, Мождат. За 2 года, за 1,5 года в первый раз, между прочим, ты проспал. Хотя было, наверное, пару раз. Так. Аслан Олоскуй. Аслан, скачай с интернет-магазина Chrome программу расширения ублок орган и реклама в YouTube больше не появится. Понятно. Мегарду. Так и сделаем. Так.
украинский повстанец. Салам алейкум, алейкум салам, украинский повстанец. Чимиз Заурбеков. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Так. Кстати, хотел вам напомнить, что 20 декабря является День палачей. Есть такой день в российском праздничном календаре. День палачей, или так называемый День чекиста. И в этот день, 4 года назад, было совершено уничтожение российского бандипломата одним турецким смертником. И вот я хотел бы вам напомнить эти кадры, показать эти кадры, и чтобы можно было освежить в памяти, как говорится. Вот сзади стоит этот молодой человек, который совершит уничтожение российского банд-дипломата. Это, видимо, первая турецкая акция была против российских террористов. İnanın hayatım boyunca Kaliningrad'dan Kamçatka'ya kadar defalarca seyahat yapmıştım. Uçakla gidildiği zaman 9 saat, trenle 9 gün boyunca seyahat ederek batıdan doğuya kadar seyahat yaptım. Я очень надеюсь, что эта фотовыставка позволит жителям этого славного города лучше понять Россию. Может быть, кому-то появится желание посетить эти уголки в качестве туристов и все красоты России своими собственными глазами. Eminim bu serginin sayesinde 20-30 dakika içerisinde gezebileceğiniz, görebileceğiniz Rusya'yı kendi gözünüzle görme isteğiniz doğacaktır. Bu konuda tavsiyelerimizi iletiyoruz. Очень выставка будет интересна для россиян. Всегда интересно посмотреть, как свою страну воспринимают иностранцы. Ruslar için de aslında çok ilginç bir ortam sağlanacak. Yabancılar, Ankaralılar tarafından Rusya'ya hangi gözle baktıklarını mutlaka merak ediyorlar. Мне особенно хотелось бы отметить, что эта выставка практически первое культурное событие в жизни Анкары после восстановления наших отношений. İlişkilerimiz normalleştikten sonra aslında Ankara'da yapılan ilk etkinliktir. Bugün hazır bulunduğumuz sergi. Уверен, она будет способствовать сближению народов нашей страны. Kesinlikle iki Так, с Днем чекиста в 2016 году турок поздравил русских чекистов с их профессиональным праздником убийц и палачей. Так, пойдемте дальше. Максим Господарь, оккупанты раздавали чужие земли, как свои, сеяли раздоры между народами, например, Армении. Их никогда не было на этих территориях. Український повстанець, я би з радістю захотів вивчити чеченську мову. Якщо ви мене навчите, звісно, я ще приму ислам. Аллаху Акбар. Ну, ислам нужно принимать, даже если ты не знаешь чеченского языка, если у тебя есть этому тяга и расположение духа и души к этому делу. Поэтому это как бывает, уходит замуж, принимает ислам или женятся, и по исламу нельзя выдавать замуж за немусульманина. И некоторые немусульмане принимают ислам, наверное, некоторые не по-настоящему, чтобы жениться. Поэтому язык, конечно, нужно учить, и чем больше языков вы знаете, тем лучше, конечно, украинский повстанец.
Но религия это такое личное дело, которое вы должны решать вне зависимости, знаете вы чеченский или научат вас чеченскому, или попадется вам плохой чеченец или мусульманин плохой. И несмотря на это, вас это не должно смущать, потому что может мусульманин или чеченец быть хорошим и плохим, а ислам или религия, она какая есть, такая есть. В моем случае, в моем понимании, это самое правильное, что есть. Так, ну вот, пришел здесь Адамян и здесь навел смуту. Так, называется «Щимбаши, господин посол», говорит Евгений. Так. Файтер Израиль. Аслан, на украинском читает настоящий бендеровец. Да как делать нечего, Файтер. Сават ночь, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, салам сават, машой. Украинский поставить. Так я хочу принять ислам, потому что у меня тришки чеченской, да крымско-татарской крови. Немного, говорит, у него чеченской, крымско-татарской крови, поэтому хочешь принять ислам. Ну, опять же, это тоже не важно, да, какая у вас кровь. Религия, она над кровью стоит, над нашими генами стоит религия. А так, конечно же, я могу только приветствовать ваше решение. Ну, добро пожаловать, как говорится. Изучайте, смотрите, не верьте. Здесь столько мусора и столько пропаганды, что вы будете удивлены. Поэтому будьте осторожны, когда читаете литературу. Не берите все за чистую веру. И потихонечку разберетесь, я думаю. Дай Аллах вам удачи в этом. Исаак Шмулевич, смотрели видео Полины Жеребцова «Полубред, полуправда»? Я не смотрел это видео Карины, но я что-то слышал об этом. Да, ну, я думаю, Карине, или как ее зовут, Полине, мне кажется, стоит не лезть туда, куда не стоит лезть, да, оставить наших героев, там она что-то про Дудаева говорила и так далее. Я думаю, даже будучи нашей гражданкой, она выехавшая за территорию нашей страны, которая рассказывает про эти ужасы войны, но я никогда не слышал от нее, или что она так говорит, да, чтобы кто-то мне передавал, я так не смотрел ее много раз, несколько раз смотрел ее видео, не видел, чтобы она, как этническая русская, разделяла ответственность своих соплеменников, чтобы она осуждала геноцид в Чеченской Республике, ну и так далее. Поэтому в этом плане, мне кажется, Полине стоит быть более тактичной в своих высказываниях. Так, пойдемте дальше. Антирашизм. Друзья, украинцы, у нас единые ценности. Это свобода и тяга к ней. Также у нас есть общие герои новейшей истории. Мы обречены на полезные взаимоотношения. Марат, если вы подтвердите 6 столпов веры, то надо произнести шахаду, и вы, иншаллах, мусульманин. Это к украинскому повстанцу обращается. Аслан Лорс, Аслан, с грузинами какие отношения будем строить? Самые дружественные, самые теплые, Аслан Лорс. Только такие у нас с грузинами могут быть отношения. Других никогда не было и не будет, да, Алмула. Так. Айдер Керемли, повстанец, неважливо, яка кров, головне бажання і сила прагнення.
Хожа Хашбеков, по сути, он не был ИГИЛ, он был патриот, который пожертвовал собой, чтобы передать последнее послание Путину от Эрдогана. Я еще тогда это понял. Да, конечно, он не был никаким игиловцем, я так думаю, да. Так, украинский повстанец. Так, с развалом Горской республики у Армении и Грузии есть спорные территории, но обсуждать сейчас как-то бесполезно. Так, друзья, ставим лайки, напоминает Исаак Шмулевич по имени Адам. Мождада, Аслан, гибню не на шутку начали мочить в сортире. США признали Россию главной угрозой. Красивое начало новой администрации. Да, причем, Мождад, на самом начале я как раз об этом говорил, что это уходящая администрация признает ее главной угрозой, но ее называется прямо врагом. Майк Помпео назвал врагом Россию. И новая администрация, которая сейчас пришла, которая на своих предвыборных обещаниях строила вообще свою вот эту агитацию, строила на том, что Джо Байден накажет Путина и Россию. Теперь уже планка Помпео задана уходящей администрации, которую фактически обвиняли в сотрудничестве с Путиным. И новой администрации, в любом случае уже ниже быть нельзя. Ниже, чем врагом, Россию называть нельзя. А мы рассчитываем на то, что это дальше пойдет. Я очень жду этого, чтобы Россию признали государством терроризмом или спонсором терроризма. Но с учетом последних событий, отравления Навального, я считаю, что Россию, скорее всего, признают не просто спонсором. Спонсором она была в Сирии, но и в других местах. В Сирии это уже доказанный практически факт был. Почему-то и в Афганистане доказывали, да, что они вот за деньги нанимали разных людей, которые покушались на жизнь американских военнослужащих в Афганистане. Мы будем надеяться, я на это очень рассчитываю, что Россию признают страной террористов. И как только ее признают таковой, Россия сразу же должна вылететь из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Что тоже мы очень ждем этого, так как мы тогда сможем в полной мере уже доказывать преступления, совершенные Россией в Чеченской республике Ичкерия, в Международном уголовном суде. Будем на это надеяться. Так. Пойдемте дальше. Немо. Знание Марша, говорит Немо. Да, именно так, Немо. Это самый верный лозунг. Аслан, почему по имени Адам? Это такой новый прикол. Да, Исаак Адам, ты знаешь, о чем я говорю. И Адама Грузинского ты, наверное, тоже хорошо знаешь. Аду Давлетов, мы не сможем переместиться на другую планету со своими республиками. Армения, грузины, чеченцы, азербайджанцы и другие. Все должны жить в мире и согласии. Нет плохой нации, есть предатели, их надо выявлять. Абсолютно так. Так. Украинский повстанец. Як Олег Чергнов, Беркут, герой русско-чеченской войны, нагороджений орденом Героя нации. І після цього він прийняв іслам і вже потом кудись зник. Антирашизмус. А интересно, Беркут жив? Сейчас живой вот Чернигов, Олег Чернигов. Антирашизм. У меня, у чеченцев и Чечни один враг. Это агрессия и невежество раба, исходящего из России. Вот уже более 400 лет. Больше у чеченцев нет врагов. Звук у меня одно или у всех тихо, говорит леди. Вроде пока никто не жалуется, леди. Уже вроде стрим заканчивается. Вроде жалоб не поступало. Может, это у тебя проблемы? Аслан, как считаешь, Байден будет усиливать давление? Я на это очень рассчитываю, Мильтон Фридман. Я на это рассчитываю.
Так, мы сюда зашли, потому что переживаем за чеченский народ. Лично я так считаю, а ты, армянин, зашел сюда и занимаешься провокацией, говорит человек с еврейским ником, который, к сожалению, я не умею читать. Так, Манкей. США это мощная защита от Кремля и ее преступной политики в мире. Абсолютно так. Асланбек тут каждому российскому дипломату по одному турецкому повстанцу. Карлен, евреязер, я не веду провокации, я говорю лишь правду. Так, давайте по теме, Карлен, давайте по теме. Не спамить нам, не засорять, не отводить аудиторию от темы, давайте по теме. Чем больше санкций будет для элиты РФ, тем больнее гайки закрутят. Олег погиб на минутке в 96 году, говорит Джаби Хамзат. Далде Алвайле. Леди, может, уже увидел потом. Так, одну минутку, мне тут прислали. Сейчас возвращаемся. Так, мистер Нохчо 28 говорит, отблок плюс езхун. Хую и мистер Нохчо, хую и отблок плюс. И меча скачать еще. Она все. Так, у меня звук на все 100, и почему-то очень тихо, говорит. Да, ну пока нет. Звук отличный, говорит Георгий К. Так, у Немо тоже плохой звук. Странно. Очень странно. Да, как найти? Пропустил, видимо. Напиши, что ты говоришь. Так, как найти? Если реально сын Байдена замешан в коррупцию Украины, тогда лично я сомневаюсь в пользе Байдена. Для нас коррупционная ментальность пойдет на сделку и не только с Путиным. Как ты думаешь? Я не думаю, что даже если там есть какая-то коррупционная составляющая, которая не доказана, значит ее пока нет, то я не думаю, что с Путиным кто-то пойдет на сделку. Я в этом убежден просто. Но не может просто пойти на эту сделку. Не может. Ну, будем надеяться. Хуардук дег, гурдук войн. Хуавай, да, дагдоваш он, сашу ашу, извиняюсь, еще 1,5 года, когда только наши стримы начались, мы рассказывали, обсуждали нашу ситуацию, да, и вроде казалось, она у нас безвыходная, и то, что я говорил, мало кто, некоторые мне даже верили до конца, да, что вот ситуация может измениться. Ситуация меняется, она безвозвратно уже просто, уже ушла от того места, там, от точки отчета, когда уже можно было что-то отыграть назад, и разговаривать с путинским режимом после того, что произошло убийство здесь в Берлине, отравление Скрипалей, война в Украине, преступления в Сирии, война в Сирии, потом дальнейшее, да, даже несмотря на то, что закрыли глаза на Чеченскую республику Ичкерия, на Грузию, атаки на Соединенные Штаты, вмешательство в выборы, что тоже было доказано. А после сейчас, когда выборы закончатся, если Трампа посадят, то мы будем видеть, что вот однозначно Трамп сотрудничал, да, с Россией, если это будет доказано. И Путин не только начал все вот это мировоустройство менять, он начал, как говорится, просто бесприкрыто, беспардонно, нагло щелкать Америку по носу. Если докажется, что Трамп избран Путиным, от отравления Навального, кстати, если докажется докажется, что Трампа помог Путин избраться в президент, Трампу помог избраться Путин
Трампу в президенты, то это щелчок по носу американцам. И это тоже никто не оставит. Да? И эта ситуация, как бы что ни говорилось, этот поезд, который будет, он уже без нас идет. Уже чеченцы здесь как таковой роли не решают, не играют. Наоборот, мы должны, чтобы этот состав, локомотив не промчался мимо нас, мы должны заскочить в этот вагон и сказать: господа, у нас билет. Самый большой, самый кровавый, самый большой билет, который нам выписала Россия. Без этого дальше двигаться будет нельзя. Это наша задача. Задача каждого чеченца в отдельности и всего народа в целом. Все, кто находится в нашей стране, оккупированной, временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, эти люди заложники. Они не должны не только ничего делать, они не должны даже шейдагархаэт. Они не должны даже догадаться дать понять. И это их залог спасения. А мы здесь в Европе, которые имеем огромнейший потенциал, мы все должны работать на то, в том числе наше правительство, работать на то, чтобы европейские страны начали с нами считаться, с нами разговаривать и нашу проблему не обошли. А то, что ее не обойдут, я в этом не сомневаюсь. Да, Алмула не обойдут. Да, Алмула. Поэтому коррупция там будет Байдена, не будет этой коррупции. Не может Байден сказать, что вот с Путиным надо договариваться. Он травил Навального, он убивал Немцова, убивал других людей. И эти все факты уже скрываются. Все. Механизм запущен. Вот юридическая машина, если она запускается до конечного результата, если она не доходит, то эта машина, она не работает. Точно так же вот в международном праве. А международное право, оно у всех на виду. Да, это где-то там в Московской области, где-нибудь в Коломне районный суд может где-то что-то там замутить и выпустить человека, да, виновного. А здесь так не работает. Если серьезные люди из больших, с высоких кабинетов делают какие-то заявления, они это делают только лишь на основании конкретных данных. И это делать не одним лицом, не 10, а уже сотнями и тысячами уже лиц в разных странах, в первую очередь, конечно, это Америка, и эти страны, должны переигрывать начинается обратно, то в таком случае должны сказать: нет, он не травил Навального, он не бомбил Сирию, не сбивал Боинг, не начинал агрессивную войну против Украины, Грузии, не убивал Хангашвили, ну и многое другое, что есть. И самое главное, в чем я до сих пор убежден, что коронавирус – это детище, запущенное Путиным и его бандой. Нет доказательств, за которые можно взять, этим Путин пользуется, да, и вот благодаря этому ему не предъявляют этих счетов. Но уже погибло там 1 миллион, наверное, если не больше человек от коронавируса. Только в Америке около 300 тысяч погибло. И еще не видно ни края конца. И более того, ведь Путин может это повторить. Он может другую заразу пустить в мир и так далее. Поэтому мир вошел в клинч. И эта схватка должна разрешиться победой одной из сторон. Но мы, чеченцы, должны помогать всем, кто работает против России. Без разницы, кто бы это ни был. Но если это будут американцы, это вообще отлично. Американцы — это та страна, Америка — та страна, которая нам помогала. Американцы, Америка — это единственная страна, которая вещает за свой счет, за счет американского налогоплательщика на чеченском языке, радио «Свобода», и всячески поддерживала чеченцев и поддерживает. Есть люди до сих пор, которые поддерживают, хотя наша тема ушла с повестки дня уже давным-давно, но при всем при этом эти люди еще есть. И еще появятся люди. Нужна политическая воля в кругах Америки, политических кругах Америки.
Поэтому мне кажется, вот просто нет шансов вообще. Вообще нет никаких шансов нам не получить эту свободу, и никаких шансов у Путина этот строй, который, эту систему, которую он установил, чтобы она вот осталась в том виде. Нет. Единственное, что по развитию смотреть, да, как происходят такие события в России. Русские, как народ, я их неплохо изучил за свою жизнь. И считаю, что они тоже сопротивляются, да, сопротивляют все народы несправедливостям, и русские не исключение. Ну как русские сопротивляются? Сопротивление русских заключается в полном саботаже. Полном саботаже. Они начинают вот полностью не признавать эту власть. Так именно произошло в конце 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда просто она не признавалась никак легитимной. Да, они не вставали с оружием в руках, не сражались, хотя вначале и вышли, и боролись, и Ельцина поддерживали, и было, и погибло несколько сот человек тогда, хотя от нас скрывалась эта информация во время вот этого переворота. И в 91-м, и 93-м году были жертвы. В любом случае, русские будут саботировать все это. Это такая не очень смелая позиция, конечно, но у каждого народа есть своя система защиты. И русские как бы запрягают очень долго, но когда они начинают уходить в свой кокон и вам не доверять и от вас блокироваться, то вы уже из этого кокона их не вытащите. Все, они уже разочаровались, все, это посчитали они угрозой для себя, для своего существования. Все, эта власть, эта система, она не имеет. Разочаровались даже, скажем так, не столько даже они посчитали угрозой, угроза она есть, и это им нравится, и русский имперский дух, он никуда не девается, это тоже вот такая особенность русских. Но они начинают саботировать. Они не становятся свободолюбивыми борцами за свободу, эти русские, но при всем при этом и они тоже хотят сохраниться, спастись. И им хотелось бы, чтобы эта империя заботилась о них, об их благосостоянии, об их жизнях, здоровье и так далее. Да, других можно убивать, они считают, но нельзя убивать их. И вот когда они понимают, что их власть их обманывает, их власть их предает, убивает, и заботятся они не о благе русского народа и России, а верхушка имеются. Если они это понимают, народ понимает, что власть не заботится о благе России и народе, то они просто саботируют все, они просто перестают уважать, и сакральность этой власти, она теряется, и все. И ничего уже не заставит русских снова посчитать их опять сакральными, какими-то великими правителями. И к этому русские тоже подходят потихоньку. И это мы тоже видим. Конечно, опять же, имперство никуда не девается. И как только они окрепнут, как только они себе новую власть выберут, как только все станет, и эта система останется, они снова нападут на Чеченскую республику, Ичкерию. И это тоже очень опасно. Будем надеяться на самое лучшее. Наша задача, чеченцев, не сидеть в стороне. Доносить правду, рассказывать, как что было, писать в разные инстанции. В первую очередь, конечно, это должны делать общественные организации, правительство наше. И частные лица тоже могут писать и привлекать внимание. Объединяться, учить наших детей, заставлять их учиться, как угодно склонять их к тому, чтобы они как можно больше получили знаний. Не имеет значения, мальчик это или девочка. У нас девчонки намного иногда лучше учатся, чем парни. Поэтому как можно больше нам нужно получить знаний. И все будет Ичкерия, да, Алмула. Так, пойдемте дальше.
Как знаете, вот, Астан, ты сказал, нужна воля. Вот в этом и проблема. Олигархи Запада давят на свои правительства. И те идут на сделку с бандитом Путиным. Я думаю, я, конечно, не могу это утверждать. Я думаю, не будет больше никакой сделки с этим Путиным. Никакой больше. Все. Дело времени. И еще раз, вот заканчивая свой стрим, к Рамзану Кадырову я хочу обратиться. Рамзан, я на чеченском скажу, чтобы тебе было понятнее. Хадега дадулш духун. Ахватинел, хуик хайелел системой и системе ука дадулш духун. Цаши куюч. Иза дадал бахана и что хаттасал руцуна хаваллар ву хайк хиг да хожер ву. Дег дадир духун. Шо дальше дейр духун, кошо дальше дейр духун, кошо дальше. Ахай дюзлашан. Ая бин болга, ая хаган долка. Нех синуаш хайнти идеш. Нех синуаш да идеш. Неран ета еч, хиза бешуш. Алилинак дуй, аиньол лемартло хонгуан дабулчер, ашиньол лемартлуй, шейна ошан шей омна махна динна. Туна жоп дал дизер душун. Валлахи, биллахи, таллахи дал дизер душун. Массейра туна жоп. Массу сек туна жоп. Джима дох долчуна, ци долчуна, массейра ци хаквелчуна. Жоп дал дизер мушун. حق بلز بولشاق ما حق لوال لر لولش ويليلش شيء دع نيدع تيا شيء دع يدرس حيقة ليش نبوس حو هيت حين متك تكيت شو والله حيق ودبولي هري إيش تدير دوش دونر просто мел всех дадир дор мел болезненно дадир дор и укузали чел вопрос а гайс хшана суица Москва собол бешол что гайс киверсун на встрече ца генерал, ца военный, ца политик, болчер, ца нарвет, ца ворки. Цу элер сюг. И Кадырова, ше жалсан преданный буцу Путинин. Ишь преданный, он ше жал как собака преданный туда-сюда. Идут цен дизель хюгер. Он мот на бахтсониш. Хо преданный хилар, хом преданный иш бахтсон. Хауат сам преданным сюикач, у альцаитсон, зажима кварт была. Но иш хом преданный боти, и он цаха хотунах тиш ваца дабоху. Иша хом бахтсон. Единственная та задача, возможность. Хитя ахайн бухкячба. Хитя ахайн уже американец хайн ла сюица уэл связи. Ас оформить вину, хячу мавизера. Американцы цены свисти виру, свисти вина, шадега оформить дин. Единственное, ахайн мелху акадит дизер дон, ахайн мелху ждал, хумна жвап дал дизер. Хрик шавек спасти волур ватсон, ай гуандабеш. Шу шавек, шу гуандабек, шу духабеш, чу бухкар, бушон қихир душон. Но информация, ег алса информация, кадир. Хо, например, и хум هاي نستغيرتي أنني منستغيرون مصو أغو شادقة полностью цанна гайсхши нацахойчи, да, цвайшина қайла. Умди дуэшим. Полностью информация халуюал. Мелдол хум, мелил преступление, мел ше бехкан был кугах. И шадол хум на Аллах, хун цутя одир дохун. Одир долш нахер бон. И эртерхсо. А так, да, Аллах, все будет Ичкерия. На этом наш стрим заканчивается. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. До среды, наверное, господа. Адикюэль, маш